включу. Сейчас. Ребята, сейчас начинаем. Сейчас последние настройки. Так, он включен, микрофон. Да. Включен. Так, где мой? Тоже подключусь к трансляции, чтобы видеть вопросы. Так, сейчас. Так. Где сидя? Сейчас. А-то, ребята, настройки тут небольшие. Я, по-моему, даже не дал. Сейчас в Осетию. Так, вот. Нет, не стоит отправить. Так. Опс. Прошу прощения за опоздание. Так, все, нас хорошо слышно, нас хорошо видно, я же правильно понимаю? Может, камеру подвинуть или выше поставить, вы тоже подсказываете? Прошу прощения за опоздание. А по-моему, мне камера голову обрезает. Так, все, нас хорошо видно, я же правильно понимаю? Может, камеру подвинуть или выше поставить? Так, почему-то притормаживает картинка. Сейчас проверю. Так, тебе еще нужна была зарядка, да? Угу. Так. Сейчас. Ну, нам, в принципе, он не нужен, Алик, если есть просто, если шнур есть. Есть. А вот есть же здесь у тебя? Да, вот шнур. Ага, давай. Все, Так. отлично. Я беру телефон, беру очки и... Все. Так. Салам. Все, у YouTube все нормально. Ребята, да, такие настройки были. Так, о чем мы сегодня будем с Заурбеком говорить? Ну, я уже вижу, тут даже по вопросам сразу пишут: салам, Заур, ты красавчик, забанный от души. Дананис У. Вот. Я бы, если честно, хотел бы с Заурбеком вообще обо всем поговорить. Потому что Заурбек это прекрасный человек. Это человек, который участвует в создании национального контента в глобальном смысле. Не посты, не прочее. Он играет в Остинском театре. Он играет и в Остинском, Иронском театре, и в Дегорском театре. Да? Он участвовал в нашем подкасте по поводу диалектов. Помнишь, когда с запретом дегорского диалекта? То есть этот человек живет не просто в осетинском пространстве, да? Он дышит этим осетинским пространством, в отличие от таких, например, как я. Вот. И поэтому с кем еще более интересно поговорить на такие вопросы? Вы сразу задавайте вопросы, я уверен, к Заурбеку много вопросов есть. Но вот у меня первый вопрос. Заурбек, ты же в последнее... Вот одно время ты занимался исключительно своей профессией. Правильно? Но вот сейчас ты свою, вышел за рамки профессии, я знаю, ты занимаешься, не благотворительностью, ты выступаешь как организатор благотворительных проектов, понимаешь? Ты ездил в села пригородного района, помогал им, ты через свою аудиторию собирал деньги на это, ты через свою аудиторию собирал деньги чтобы сделать баннер Мохаммада Томаева.
Почему вдруг вот эта активность развилась? Ведь это вот как-то не сразу было. Вот, ну, года 2-3 назад я помню, ты как вот исключительно вот своей актерской деятельностью занимался. Ну, я не знаю, как-то так складывается сейчас в последнее время. Ну, я сам, честно сказать, этим не собирался заниматься. Меня все время кто-то просит. Это касается благотворительности. Мне пишут в Инстаграме, что им нужна помощь. И я отвечаю, что ничем не могу помочь, но могу сделать сбор у себя на странице. Честно сказать, я не ожидал, что у меня будут настолько активные подписчики. И я их на 3 проекта мы сейчас собрали около 100 тысяч. Собрано уже. И это большая сумма, очень большая сумма. Учитывая то, что у меня не так уж и много подписчиков и не такая уж и большая аудитория, я считаю, что это прикольно. И я везде, где только могу, благодарю подписчиков, которые присылают деньги. Некоторые присылают довольно ощутимые суммы, по 5 тысяч, по 10 тысяч, по 15 тысяч присылают. Так что люди не равнодушные у меня в Инстаграме, на меня подписаны, и я их благодарю. Больше скажу, около 20 человек еще находятся в боевой готовности прислать деньги. И вот мне сейчас пока что нужно потратить больше 30 тысяч. Они у меня есть, я их никак не потрачу на благотворительность, есть около, я не знаю сколько, 7, по-моему, многодетных семей еще в пригородном районе. Мне надо им помочь, и я обязательно это сделаю. Я вот жду своих друзей, когда они мне помогут с транспортом. И скоро мы опять будем заниматься этим делом. Вот это, кстати, очень важно. Вот у тебя сколько подписчиков в Инстаграме? По 9 тысяч. 9 тысяч подписчиков в Инстаграме имеет любая маломальская девушка, которая чуть-чуть задирает свою юбочку, у нее по 15-20 тысяч подписчиков. И фотография ее филейных мест собирает больше лайков, чем любой ролик на Остинском у Заурбека. Но это не повод расстраиваться. При относительно небольшой аудитории Заурбека она невероятно активна, невероятно замотивирована. Вот в этом есть разница. Можно иметь большую аудиторию, но это будет пустая аудитория, а можно иметь маленькую, но невероятно ядерную аудиторию. Ситуация доходит до того, что Заурбек не успевает, то есть люди готовы больше и больше присылать денег на какие-то проекты. Я на секунду отвлекусь, просто нам пишет наш брат с Малой Кабарды. Я хочу ему сказать «Адре Вэй-Вэй». Вот. Очень приятно, что вы тоже нас смотрите. Мы и с нашими друзьями, братьями адыгами тоже делаем совместные проекты. Заходите к Мурату Риханья и Гавань Синдов, тоже 2 хороших адыгских блога. Это такое, просто гость пришел к нам в чат, надо ответить. Пишут: Алекс, спроси у Заура, когда свадьбу позовет. На последней встрече одноклассников говорил, что он все на весну планирует, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. С уважением. Сослан, я задам другой вопрос. Заурбек, ты актер Остинского театра. Это очень специфическая профессия. Да? Вот, ты мне как-то лично рассказывал, что вообще к актерам есть особое отношение в Осетии, довольно неоднозначное и сложное. Вот ты как с этим сталкивался? Хотя ты актер Остинского театра, то есть, по идее, тебя на руках носить должны. Опс. Смотря каким актером. Я, честно сказать, уже не помню, что я тебе говорил на этот счет. Ты сказал, что к актерам такое все равно специфическое отношение в Осетии. Как типа лицедеи, там какое-то вот такое отношение. Даже не знаю, что тебе сказать, брат. Это такая профессия, которую всерьез обычно никто не воспринимает. В этом есть вся специфичность этой профессии. В каком смысле серьезно никто не воспринимает? Всю жизнь мне говорят, зачем ты этим занимаешься. А ты что? Я отвечаю, мне просто нравится этим заниматься, вот и все. Так сложилось, так складывается. Я бесплатно поступил в вуз свой. И это Щукинский, правильно? Да. Один из лучших театральных вузов России. Да, и это все определило. Я просто скажу, как я с Заурбеком познакомился. Подружился это с ним потом. Познакомился как? Меня моя супруга, которая увлечена театром, я человек, который не могу сказать, что живу театром, люблю его, но жена прям очень, супруга любит.
И она меня как-то отвела на постановку молодых остинских ребят, которые вот это их выпускная, как выпускной проект был. Как это называлось? Поэма о Тиле Уллиншпигеле? Уллиншпигеле, да. Я шел с большим скепсисом на эту постановку. Ну вот что могут сыграть вот молодые осетины на подмостках? Я был в шоке, через 2 часа я полностью поменял свое мнение, потому что, клянусь, не обманываю, я в Сатириконе был везде, но нигде меня так не цепляло. Там реально зал рыдал. Когда сжигали отца Тиля, зал рыдал. Вот в прямом смысле. Эта постановка, она есть в Ютубе, я даже вот просто... Посмотрите ее, вот я вас не обманываю. Я тогда уже был в легком шоке от такой сильной игры этих ребят. И каково было мое удивление, когда узнал, что вот этот парень, очень талантливый, который, наверное, получал какие-то предложения в Москве по работе, спокойно мог остаться там, в каком-нибудь дебильном сериальчике бы сняться, да, срубить бабла. Я снимался в дебильных сериалах. Да. Была такая. В интернете они есть, вы можете посмотреть. Хотя не смотрите. Хорошо, ты снимался, но ты смыл этот позор. Все. Я надеюсь, это уже никогда не повторится. Он вернулся в Осетию, чтобы играть в Дегорском и Иронском театре. И чтобы вы понимали, там больших денег не заработаешь. То есть это явно не денежная мотивация. Вот вам классический человек, которого национальное мотивирует больше, чем материальное. Не знаю, это как вот не скажу, что все согласятся, что это хорошо, да, но... Надо и о материальном тоже думать, надо... Я не говорю и не призываю к тому, чтобы человек был только идейно заряженный, обязательно о материальной составляющей жизни надо тоже думать и надо работать над этим. И когда что-то бывает в Москве, ты выезжаешь? Редко в последнее время, очень редко, но когда бывает, то тогда еду. Смотри, у тебя нету вообще мысли какой-то свой проект сделать, там, не знаю, какую-то экспериментальную, театральную, там, постановку небольшую? Это сейчас же модно, знаешь, когда 2-3 актера просто делают. Да, я думаю над этим, как раз я вот сейчас хочу предложить одному своему однокурснику, он пока что об этом не знает, но я уже долго над этим думаю. Мне нравится Шекспир, хотя его критикуют. Толстой писал про него, очень нелицеприятные вещи, может быть, ты даже и читал. Но мне нравятся очень сильно его монологи, и может быть, когда-нибудь, совсем может быть даже и в скором времени мы сделаем с моим другом такую работу, которая собрана из монологов Шекспира, из разных пьес, и может быть скоро как-нибудь где-нибудь порадуем на какой-нибудь площадке. Так что такие мысли у меня есть, я учу монологи иногда, его шекспировские, когда время есть. Некоторые знаю по студенческой жизни, так что ждите, вполне возможно, что будет. Слушай, в одном из самых первых подкастов, который я записывал, второй подкаст, по-моему, записывал с тобой, ты говорил, что аудиоподкаст, да. Было. Ты говорил, что ты устал от юмористического произведений, ты вот хотел что-то серьезное, что-то вот какие-то вот глубокие там, не знаю, сюжеты сыграть, архетипичные, да, такие, а не шутки и юмор. Шекспир это понятно, но может ты что-то ты постоянно про Алихана Токаева говорил тоже. Я как понимаю, это твой прямой предок. Да. Я вроде ты эксперименты какие-то со стихами Алихана Токаева хотел сделать. Были у меня мысли. Честно сказать, тоже не помню, что я там хотел. Наверное, много времени. Творческий человек, да. Много времени уже прошло. Что бы я хотел делать, самое важное, что бы я хотел делать, это развивать остинский язык. Я везде об этом говорю, наверное, люди от меня уже шарахаются, я, наверное, осточертел всем с этой темой, но она меня очень сильно волнует, и я просто знаю и уверен в том, что это наиважнейшее дело, и не говорить об этом нельзя. Автомафанды самаирон ужаг, ябнатр бада. Самаирон ужаган. Савар кадан комова, ахам кадан канрайда юйфацач дарирон адам.
Ирштон мидагу манама жахак орил, иронов жагу армаштыр ю никуиш рахам жагндыр. Юетта манау, ирштон юетта манау, қуама асы жахац арыл, асы жахак орил, қуама ин яхи бнатва, қуама я бнатва качын. Уманама бира иронадам, иронзина чажардаты шаутты машашарты каману диш. Усы иронадам, мама вацаган Штырнахаштадыр, таккана раканзна нафта кужагонма бира иронадам в планетарном масштабе пайда удышты под адамандыр. Усы хорзина дейш иронзина да хорзинаттыр. Макади иронзина ахам хорзинатта ебону қомыл канын от саунна қуама сара. Саунна қуама сара, ма саунна қуама ватықчын. Саунна қуама ойтықчын иронадам шаюма ягзинадай. Саунна қуама батта иронов жаг. Жагам ер юлдарай жонам нейнам ирштона юмаяг дина платформа авте жагзнана. Юмаяг дина платформа нам ней. Чи черштону, чи пашылмону, чи индырхожону, чи та тың бирашты, алых жонштам иронадам. Масамай алырдам қуама ма пырхканам. Уйтхай қуама ирон авжаг шва ахам кух, вот цыган авте жагзнан. Ахам тых каразил на касабатта. Мана на юмаяг зинаднан читах чинкана ахам тых қуама шва иронов жаг. Мел қуама мах кушам. Қуама нам фажина фаштаграштаг жарх панзухтар уул коды канан ма ирон авжагл қуама ва яхи наукон авжаг. Яхи наука и вжаг. Маод ирон вжаг дар ражма саузанима. Манур шага уктфазурнс развиваться дар откан зани научный вжаган куа. И вот наука развивать как нам и вот найнер пагаган научный вжагнам, най уршаг вжагалну. Ер гурзек там кубакашам. Гурзек тимая кабарам. Вот сын ишахин наукон вжаг махан кагаган най абайта васо я бира куштата шафулдар хай. Кагаган уршага он фышта. ما فتسجن وسقطتقدر رشت مكان قو أفجعن يا قطاق ويميدقي أفجعتي كوي بنزوخ سمكان نا أجل أرخايجا كان منا ميخسام مجد ما ملك نجلزنا فلا مولوبا وردقي سوا أفجعي ما باشتو يرون أفجعي ما أفتفن دمان سماي تخشيني ما تخشين در كنا ويتخي ويكوي كان بنزوخ در ما دوما جسك أشتك يرونوزك يا بنات كمي يا بنات كميش نيجون كمي يا بنات يرون هذا من يقعدن يبون أش يرونو جاعن أديمك يرون أديمك بنات نار نار بنات كميش يا بنات نيجون يرون خزار ميدقن ناي بنات نفن ديرت شكولايدر ناي بنات شابيتن Садикта кадон хонан сравда ондатта. Ундар нейбнат. Камни бнат. Ахшанады аттея. Ажражуайн. Школа айдарай ману вазут. Садикта дарай ману вазут. Хазардал мазурут ирон вжагал. Армаштыр ахшанады зурут. Ажражуайн фалаха гаган уйдарнай. ما أفتى ده سوالون يرونا وآخر كنا فلسطي صادق مشابه ما هم يرونا فيروخ كنا منا هيرتك هفته هخم خبر ألبوندر مخيسش تيونن مشخكت دغورت ديجرايا ششولت منا سم باكاشت شجرين شولت دغورونا أفته شغلك زورنس منا سم كشش منا أديما غني جردراي هم قتلدر كواسرنس صديق ما قتلدر كباوينس دش سم نالف فقوشن يرونا نالف زورنس دغورونا نالف زورنس مامنن ويقق вия Печальный фрагмент на родном языке, да, но тут, ребята, мы сначала, наверное, с Заурбеком все-таки по этой части поговорим, а потом уже на общие вопросы постараемся ответить. Я не хочу, да, я немного хочу оговориться. Когда я говорю о проблемах астинского языка, я не хочу, чтобы мы точку ставили такую грустную, да? Да. Я просто хочу, я всегда всех призываю, друзья, могу на астинском к вам обратиться, могу на русском, мне важно. Главное просто, чтобы мы это делали. Мы, наше будущее нашего языка, наше светлое будущее, условно говоря, да, оно в наших руках. Мы можем делать нашу жизнь лучше, мы можем усиливаться так, как мы хотим.
Мы можем развивать в себе, мы можем культивировать в себе все самое лучшее. И давайте это делать вместе, нам нужно объединяться. Ну, по-моему, Заурбек больше, чем все многие остальные, как и другие актеры Астинского, Иронского, Дегерского театров, они для этого делают. Вот ты очень важную вещь сказал, что у Асти нету одной религиозной платформы, и языковая, культурная платформа для нас единственная, которая может нас объединить. Да. Хороший пример, кстати, албанцы. Да? Албанцы это люди, которые говорили на разных языках, жили в разных странах, кто в Египте, кто в Османской империи, ну, кто там в Стамбуле, кто где, но в итоге они смогли создать свое государство. То есть, если они прошли через такое, да, то ну, у нас даже близко такого страшного положения нету, и поэтому просто если мы не будем к этому пассивно, на это смотреть, то ситуация поменяется. Вот вопрос, знаешь, какой? На твой взгляд, что можно поменять, изменить в том, чтобы вот этого пассивного подхода у нас не было к астинскому языку? Ну, потому что вот этот именно пассивный подход, когда ну, его нету, ну ладно, там из школы его выдавили, там из садиков его выдавливают, с улицах его нет, но при этом все хотят, чтобы астинский жил. Вот как этот пассивный подход изменить и выразить активный подход? Я в качестве примера приведу, у меня есть сосед, прекрасный молодой парень. Он вырос в Москве, ну, он говорит на астинском с очень таким, ну, русским акцентом, в том числе тоже как и я. Но я его вижу, он с сыном принципиально говорит только на астинском языке. Когда сын к нему обращается на русском языке, он делает вид, что он его не понимает. Просто. Он говорит, Алик, по-другому он не будет знать языка. Если он будет знать, что он обратится ко мне на русском, и я его пойму, он не будет знать языка. Русский он слышит везде, но пусть он хотя бы со мной, с отцом слышит астинский. Вот это активная позиция. Но такую позицию я вижу очень редко. Что надо поменять? Значит, секунду. Начать отвечать? Начать уже отвечать? Да. Ну, как это поменять? Я не знаю, наверное, никак. На данный момент, наверное, никак. Потому что, к сожалению, большинство людей, они... Ну, давай с корня проблемы, да, начинать, да. Алик. Ну, астинская национальная идея, давняя астинская национальная идея, это у нас взять и ассимилироваться. Почему там говоришь? Ну, потому что с самого детства меня воспитывали так. Не говори на родном, говори больше на, я не знаю, на русском языке говори. Это вот позиция моих старших, которые меня воспитывали дома. Почему, интересно, такая позиция? Я не знаю, и я это встречал не только в своем доме. Просто если мы хотим решать какие-то проблемы, да, нам нужно быть честными с самими собой. И когда я говорю, что мы не находим какого-то места определенного для астинского языка, да, я хочу подчеркнуть тот момент, что мы сами насильно как-то выталкиваем наш язык из нашего культурного пространства. И почему-то астинам кажется, что этим они решат все проблемы. И это не так. И это нужно менять в головах. Кто-то называет это комплексом провинциала. И вот этот комплекс из головы нужно вот как дантист вытаскивает загнивший зуб из головы, вот так его и нужно вытащить нам из наших голов. Сейчас, одну секунду, Заурбек. Видео тормозит. Сейчас. Так. Не понимаю, почему. Сейчас. Так, тормозит. Да, я почему-то не могу понять, почему тормозит видео. Так.
Ребята, 5 минут почему-то тормозит сейчас. Сейчас 40 FPS. Интересно. Так. Что такое, что такое? Сейчас, подожди. Сейчас, что у меня ноут. Подмораживает, да? Да, слишком. Не выдерживает систему наших лиц. Что тут у меня тоже? А там на картине... А, уже не тормозит. На картинке тормозит, да? На картине здесь тормозит, да. Может перезагрузить надо, Олег? Сейчас, а... Что случилось? Сейчас я чуть качество, может, понижу тогда. Так, сейчас я не могу понять, в чем проблема. Сейчас. Хатır Zorбек. Да, ничего, ничего, ничего. Сейчас. Сейчас там как, что-то идет? Ну, так появляются какие-то признаки картинки, признаки жизни. Все уже хорошо. Хорошо. Ага. Ага, появилась картинка. Ребята, прошу прощения, у нас что-то произошло с кодировкой. Сейчас вот здесь поставим прям. Так. Все, ребят, мы вернулись. Прошу прощения, небольшие технические неполадки. Мы говорили о пассивной ситуации астинского языка. И тут вот сразу хочу так, все детские сады на русском, нет среды общения. То есть тут фыцак садику бинонтей. Эж иуро наудзуренфелла я иукус рохкенен, питериден иу десаза, сердеме иуристон месеон офтамей. Скифнал бы жатым як. Не, зон доцбрейн. Калзак удает и ретмер иштоне ирона дзуру фелан не. Зонскуду из вообще ирона сахуркотон мешкую. Ма код чребаймаку ашит, ну, приезжал, сейчас даже не знал, как сказать, то мне там замечания делали, когда я говорил по-русски, но они предварительно уточняли, являюсь ли я альстином. И когда они знали, что я альстин, они спросили, а почему ты не на родном языке говоришь? Но опять же, это проблема в том, что у нас нету среды, где бы астинский язык развивался. То есть вот даже
Вот когда мы с Заурбеком встречаемся, то там несколько людей, мы все равно говорим по-русски, потому что это уже какая-то привычка. Хотя Заурбек и другие переходят вот все равно на осетинский язык. Мне, например, бывает сложно. Но опять же, когда я нахожусь с ними, то вот пару часов такой работы, и я уже начинаю что-то там пытаться говорить. Заур, ты из Дигары? Нет, я не из Дигары, я из Даргавса. Заур, а как так вышло, что ты с Даргавса, но ты по-дигорски так хорошо говоришь? Я в 2013 году я вернулся из Москвы и встретил одного дигорца. Мы с ним познакомились на форуме Селигер. Мы приехали вместе. И он был очень дигороговорящий, и я подумал о том, что мне это очень сильно даже нравится. Потом проходило время, я его просил учить меня, я говорил с ним на дигорском, и у меня ничего не получалось, потому что среды не было. И тут ко мне пришла гениальная идея в голову, так как моя профессия – это актер, я работаю в театре, а у нас есть дигорский театр, то я могу решить эту проблему. И могу прийти туда, я убивал сразу несколько зайцев. Я работал там, это моя работа, это моя профессия. И еще язык учил, диалект учил, дигорский. И это мне очень сильно понравилось, и мне очень сильно нравится работать в Дигорском театре, там прекрасный коллектив. Я там действительно нашел среду дигороговорящую, хотя она тоже очень сильно страдает она тоже немного, так сказать, подрублена. Но, тем не менее, там очень много таких ярко говорящих по-дигорски, на дигорском, и я осваиваю дигорский диалект не так, как хотелось бы, и не с такой большой скоростью, но я очень сильно полюбил дигорский, и я надеюсь, что в Светлой Осетии будущего на дигорском диалекте и на иронском диалекте в том числе будет школьное образование. Дигорский будут учить все осетины абсолютно, и иронский в том числе будут учить все осетины. Я на это очень сильно надеюсь. Я вообще спасение дигорского диалекта – это задача каждого осетина. Однозначно, это очень древний, очень красивый, очень там больше. Ощущение бывает такое, когда я общаюсь с дигорцами, да, и слушаю их, что он побогаче иронского диалекта, там больше всего, там больше слов, он очень интересный. Ну, ты же понимаешь, что благодаря дигорскому диалекту мы еще можем проследить формирование слов каких-то более архаичным формам. Да. А вот такой вопрос. Я продолжу свою мысль, что вообще, если бы государство Алания, в скобочках Южная Осетия, у себя вело бы программу изучения дигорского языка, дигорского диалекта, вот сейчас война начнется, да, в школах, да, хотя бы в рамках факультатива, это было бы очень полезно. Это было бы очень полезно. У меня вообще огромные, еще раз повторю, огромные надежды на государство Аланию. Потому что вот все самое лучшее, что может произойти пока что с Осетией и с осетинами, да, это может получить, так сказать, разгораться все самое лучшее. Может это начаться, может это там. И я очень сильно хочу, я это жду, я надеюсь, что это будет при моей жизни. Я надеюсь, может быть, и сам в этом поучаствую как-нибудь. Я надеюсь, когда-нибудь мои дети будут служить мои сыновья, условно говоря, да, они будут служить в армии государства Алании. Я и сам бы отслужил сейчас. Я с радостью прошел военную подготовку в вооруженных силах государства Алании, но такого нету. Я не знаю, почему каждый осетин не может на планете Земля, почему у него нет такой возможности пройти службу в армии Южной Осетии. То есть ты исповедуешь принцип крови, да, когда гражданство дается каждому, как румыны дают каждому гражданство, у кого есть румынская кровь, поляки, израильтяне, да. Осетины в этом смысле решили, что они лучше других. Я обращаюсь к президенту государства Алании. Я хочу,
чтобы по принципу крови давали паспорт каждому осетину, независимо от точки проживания. Смотри, так, ну это уже романтики, надежды романтиков севера. Смотри, такой вопрос, немного каверзный, от глобального опять перейдем. А чувствуешь ли ты какие-то различия ну, поскольку ты много сталкиваешься с контентом, да, произведениями, да, которые написаны на иронском диалекте, на дегорском диалекте, и вот то, что вы играете в иронском театре, да, в ирон-театре, в дегорском театре, чувствуешь ли ты какую-то разницу, там, вот, какую-то особую разницу между там дегорским театром и иронским театром? Чувствуешь ли ты в произведениях какую-то разницу? Вот интересно просто, есть ли какие-то особенности? Ну, самое первое, у Дегорского театра нет своего здания. Вот это то, что я чувствую. Они бедные, то там, то здесь, и очень сложно им в этом плане. Я надеюсь, когда-нибудь при моей жизни у них появится свое здание уже, и они наконец-таки перестанут быть таким гастролирующим театром из одного здания в другое. Вот это то, что ощущается больше всего. Во-вторых, ощущается и недостаток драматического материала, как и в иронском, так и в дегорском. Подожди, ну как недостаток драматического материала, ведь у нас столько драматических произведений написано. Высокого качества. Да, высокого качества. Высокого качества. У нас был потрясающий драматург Георг Хугаев. Просто восхитительный, просто великолепный драматург. Он написал множество драматургии, множество пьес, на котором сейчас, наверное, каждый второй спектакль, Да. если почти не каждый первый спектакль, который идет, который живет, да, который время которого не выкинуло из театра, которое оказалось жизнеспособным, это пьесы Георга Хугаева. Вот такого своего Георга Хугаева в Дегорском театре пока что, к сожалению, не родилось, но я хочу отметить то, что Дегорский театр сам появился, ну, совсем, условно говоря, так недавно, в году, по-моему, 96-м или 7-й, это был год, я уже забыл точную дату, и пока что они, ну, развиваются, но вот как бы небольшой все-таки перекос в наличии качественного драматического материала, он есть, он тяжело с драм-материалом в Ирон-театре, еще тяжелее в Дегорском театре, но, слава богу, можно любой материал просто вот взять и адаптировать под дегорский диалект, и можно работать. Вот то же самое недавно сделал мой друг Казбек Джелиев, и поставил пьесу Ашаха Токаева на сцене Дегорского. То же самое сделал Альберт Хадаев, поставил пьесу Батейфорта на дегорском диалекте, и это работает, спектакли всем понравились. Кстати, у Дегорского театра есть свой YouTube, если не ошибаюсь. Я обязательно, ну мы в телеграм-канале Осетии давали, но я обязательно, наверное, под этой записью или где-нибудь продублирую, чтобы вы могли ознакомиться и с иронским, с ютубом Ирон театра, и с Дегорского театра. Тут наш товарищ из Кабардино-Балкарии спрашивает, есть ли современная несоветской эпохи остинская литература? Остинская литература, я не знаю, наверное. То есть с начала 90-х на родном ничего не было написано? Нет, это катастрофа, то, что происходит после 90-го года. Я уверен, что и в Кабарде, если есть, то один-два на пальцах можно обчесть. У нас с кабардинцами очень похожая ситуация. Да? Мой друг Казбек Джелиев, он ставит спектакли в Кабардинском театре. Недавно с большим успехом прошел спектакль, который он поставил. Я уже забыл, как он называется. Кстати, драматический материал писал человек, который является бизнесменом, и это современный драматический материал. И я смотрю на положение кабардинцев, да, и оно мне очень сильно напоминает положение остин. Я даже больше добавлю. Я не только вижу сходство в положении, я вижу, как они сами вот
переживают эту ситуацию, очень похоже на то, как мы очень переживаем. Ну, да. очень похоже. У меня друзья кабардинцы, мы вместе с ними учились еще в Щукинском театральном институте. Потом я приезжал к ним сюда, общался с ними, когда мой друг делал постановку в Кабардинском театре. И у нас был такой разговор, я их спрашивал, какие у вас спектакли больше идут? Спектакли трагедийные, трагедийного содержания или комедийного? Ответ был такой, только комедии. Ну, если, скажем, драма, да, или комедия есть в репертуаре Кабардинского театра, то она не живет долго. Люди на нее просто не ходят. И у меня был такой, опа, ведь у нас точно так же. Я спрашивал, абсолютно все ответы. У меня было ощущение, как будто я общаюсь с актером Остинского театра. Они просто на кабардинском говорили, вот и все. Вот то же самое. Я так понимаю, что и кабардинский язык сейчас, и остинский язык сейчас, он становится языком смеха. Языком смеха. И если он становится... То есть остины могут мыслить только категориями юмора на родном языке, да? То есть тяжелые, как более сложные, не скажу тяжелые, сложные, да, какие-то сложные, я уже не говорю о каких-то философских рассуждениях. Они осетину сейчас непостижимы, что ли, потому что осетинский язык, он все дальше и дальше от нас остается в Советском Союзе. Ну, это проблема остинского языка или самих остин, потому что... Это проблема остин, я тебя перебью. Да, Токаев, он же как раз таки Алихан, он же, вот у него же стихи, они же очень прямо выворачивают нутро. Там у него очень много посвящено черному цвету, Да. вот, он очень много вот депрессивных таких, знаешь, вот трагических, да, у него произведений. Да. А почему, на твой взгляд, у нас нужда именно смеяться на родном языке, а не рассуждать на сложные темы? Ну, юмор это такая, это категория такая, очень легкая, очень легкая. И вот, честно сказать, пока что я не понимаю, что это за феномен. Это, может быть, это объясняется как-то, да, научно. Но пока что сами я не понимаю, в чем. Ну смотри, я так камень в твой огород кинул. Да. Кто я такой, чтобы в камень в огород кидать, да? Ладно. Но ты и другие блогеры, да, которые делают контент какой-то, да, вы же тоже, вот я обращал внимание, что если это юмористический контент, то это чаще всего на остинском. Но какие-то такие тяжелые темы ты на родном не поднимаешь. Да. Нет, не могу сказать. Недавно мы делали обращение на родном языке с Александром Битаровым поддержать семью Бадоевых на остинском языке. Но это был не юмор-контент, не юмористический контент, но тем не менее. Нет, у меня есть контент не совсем юмористический, но, к сожалению, мало. И я хочу признаться, что если уходить так в категории более серьезные, то у меня останется 15 подписчиков на странице. Ну, это, кстати, вот мне тоже часто говорят, Алик, почему ты не делаешь подкасты на остинском? Наш товарищ Мурат Коков сделал целый подкаст на черкесском, да? И, он говорит, это тот подкаст, который меньше всего посмотрел. То есть, и тут дело не в том, что не мотивация, а цели нет. То есть, я хотел донести какую-то мысль, и оказалось, что когда я донес до родном, я сделал это, то есть, до малого количества людей дошла эта мысль. И он прям с сожалением говорил это. Хотя Мурат прекрасно говорит на черкесском, он хорошо говорит, и он думает на нем. У людей нет привычки воспринимать информацию на родном языке. Вот в этом есть тоже одна из причин. Нет просто привычки. Ты, в принципе, Алик, тоже мог бы говорить на родном, я на тебя, смотрю, я слушаю тебя, там не все так плохо, как ты думаешь. Но если бы у тебя была среда, да. Если бы ты имел возможность свой речевой аппарат развивать. Сейчас я покажу, как я развиваю свой речевой Тут я хотел пойти, понял, что забыл эту книгу. Точнее, я его туда поставил, сейчас я ее не достану. Коцуэта Арсена. Я читаю на родном языке, и это на самом деле стыд и срам. Я 3-4 страницы могу читать 15 минут. Это просто.
это бывает прямо такое тяжело. Но знаешь, в чем проблема? Опять же, вот тут правильно написали, что выходило ли что-то с 90-го года на родном языке. Потому что я читаю Куцойта Арсена, и там он описывает деревню. И половина слов, да, которыми я вынужден лезть в словарик, это те слова, которые я в повседневной жизни никогда использовать не буду, даже если бы я их на русском говорил, понимаешь. Нету языка, который описывает современную действительность, нету произведений, где человек опишет быт городской, современный на родном языке, и который я прочитаю и сразу свой словарь увеличу, именно тот, который я использую повседневно. И в этом беда. Нет Потому что, городской городского осетинского нет, понимаешь? Нет городской национальной культуры и языковой культуры тоже нету. Так. Я в свое время я был, по-моему, школьником еще, и я в библиотеке своей бабули нашел книгу Измаила Айларова, она называлась «Мама Шона в Сагл». И я решил ее начать читать, я ее не смог читать. Почему? Потому что это был первый звонок того, что я понял, что я не владею языком. Так как следует. Казалось бы, я воспитан в остиноязычной семье, да, но я читал, я его не мог читать, я не понимал, что это за слова там. Тогда у моей бабули была вот такая большая книжка «Остино-русский словарь». И вот я хорошо помню эти эмоции и чувства, что это во мне вызывало. Я не понимал, почему так, почему я не понимаю остинских слов. Я обращался к бабуле, что это за слова, что это такое, что значит вот это, а что значит вот это, а что вот это такое. Она это все знала, я этого всего не знал. Вот такое. Ну, мы переместились в другую среду, а в этой среде остинского нет. Это печально. Это так, надо менять. Да, тут, короче, я вижу, вы много ребята понаписали. Я сейчас вижу, что вы много, прекрасная девушка Наталья Харебова, она очень прекрасно пишет на остинской латинице. Тут сразу сделаю объявление, наш товарищ дагестанец, кайтагец, правильно так сказать, он написал небольшой сайт, на котором можно остинскую кириллицу переводить в латиницу. Он в моем телеграм-канале Райдиан, есть ссылка на него, вы посмотрите. То есть просто тут много вопросов про латиницу. Кстати, вопрос тебе самому, как проще воспринимать контент, на латинице или на кириллице? Ну, мне нравится латиница, она мне безумно нравится, но это просто момент привычки. Я, конечно, могу перестроиться на латиницу, мне это особых проблем у меня проблем с этим не будет. Но я просто привык на кириллице. А у меня, знаешь, какой момент? Я вот когда читаю произведение, я вот часто читаю слово, и я не знаю его, потом про себя произношу, и понял. Вот у меня недавно я вот слово «левергенек» я раз 5 не мог прочитать, потом вот в голове произнес его, и понятно. А когда я читал недавно письма этого Цоцку-Амбалова этому художнику Едзеву, то он писал там на латинице, и в этом плане у меня и звуковая, и понимание, что это за слово, быстро срабатывало. Не знаю почему, у меня как бы так. Так, ребята, вы вообще тут в какую-то глубокую политику ушли. Тут пишет Алик Абазинам в Абхазии дают гражданство, Диана пишет. У меня мой друг Абазин, известный под кодовым именем Абаза Шараф, он, если честно, им даже выдавали, по-моему, недвижимость в Абхазии, представляешь, просто абазины, да, им выдавали недвижимость в Абхазии, но он оказался немного разочарованным Абхазией и не особо любит туда ездить, потому что он говорит, в культурном плане, говорит, мы слишком далеко друг от друга ушли, и его это разочаровало немного. Вот эта воровская тема, да, они все-таки абазины, у них больше ислам, да, у этих воровская тема, какие-то вот эти истории, у него это вызвало дикое отторжение. Так, что еще за вопросы? Тут короче, мы с тобой пока говорили про язык, люди ушли в политику, стали про политику спорить. Тут про войнахов говорят, Так много слов и мало дел. Всех наставляйте говорить на остинском, стремительно ведете на русском языке. Мы только что там значительную часть говорили на остинском. Просто опять же и Заурбек, и я уже сказали, что когда ты делаешь стрим на полностью родном языке, этот стрим никто не смотрит, к сожалению.
Так. Но Заурбек толкнул большую речь на родном языке. Чуть-чуть можно назад отмотать и посмотреть это. Так, давайте наверх вернемся и уже попробуем поотвечать на вопросы. Так. Обожаю вас, Заурбек, очень нравятся ваши ролики. То есть, Спасибо, что смотрите. да. У Заура, у него Инстаграм есть, прямо так, Заурбек Токати, напишите, сразу найдете. Так, спрашивают, у Заура постоянно стихи у меня на Ютубе выскакивают. Ты же делал хороший проект, ты и ребята, ну и сам Давид Газати, вы вместе делали проект там Зевгата, где вы читали стихи на астинском. Ну, это мощно было довольно. И там довольно большое количество стихов на астинском, да? 30 стихов мы записали. Спасибо Давиду за это. Да, это до сих пор можно посмотреть. Давид молодец парень. Он влюбленный в поэзию человек, сам пишет стихи. Так что это была его инициатива. Я ему до сих пор за это благодарен, то, что мы сделали вот такой проект, и он есть. Любой желающий может взять и посмотреть, ознакомиться с материалом. Так, тут еще пишут, мы не один раз приходили с другом на Тиля, которого играл Заур, когда в Москве были. Я знаю людей, которые, по-моему, там сколько он шел, все каждый день ходили на эту постановку. Это правда. Это правда. Так, Заур, ты разобрался с РМ? Это что такое? Или ПМ? Горятифорд пишет. Он еще один парень, который хочет задонатить нам деньги на благотворительность. У него есть около 10 тысяч, но они как он мне сказал, в долларах, и их нужно переводить как-то, ну... Пока не разобрался. Да, пока что я с этим не разобрался, но надеюсь, сделаем скоро. Так, так, ну вы тут много вопросов задаете, которые прямо такие. Вот тут спрашивают, как вы относитесь к Тумсо? Как я отношусь к Тумсо? Да. Опасный вопрос, опасный. Да, очень опасный вопрос. Ну, есть то, что мне не нравится в нем. Есть то, что нравится. Вот как-то так. Ну, я скажу, что внимательно слежу за его видео, конечно. Тоже все смотрю почти. Да. Тоже почти все Бывает смотрю. иногда очень резок, но не могу отдать должное то, что человек смелый, он очень сильно рискует. Ну, я не согласен глобально в идеологии, да, понятно, но при этом не могу не признать, что человек честный и часто поднимает такие темы, которые вряд ли бы кто-то поднял в Чечне. Вот, например, вот убийство недавно девушки. Ну, я считаю, что всегда должен быть голос вопреки. Вот эту роль играет Тумсо. Хотя, да, по многих, я уверен, что мы во взглядах очень с ним расходимся, но я должен признать, что он очень хорошо аргументирует свою позицию и достойно ее высказывает. Правда, да, я скажу, что часто перегибает палку, но как-то так. Но и скажу, что, по-моему, кавказские блоги появились с Тумсо. Если кто-то знал про кавказских блогеров, то это только благодаря Тумсо. Так, что еще тут пишут? Алекс Салам, вчера вашу запись с Батразом слушал, где вы в конце упомянули слегка, что сходство у южан и ингушей, что ингуши в нас видят себя, Батик говорил. Вы в итоге поговорили об этом? Ну, мы часто об этом говорим. Ну, не знаю, ты был свидетелем этих разговоров. Идея в том, что даже расселение астин и ингушей похоже, южных астин. Если на севере люди селились большими селами, то обрати внимание на юге, сколько много маленьких хуторов. И ингуши же также селятся хуторами. И какие-то ментальные качества очень схожие, вот, и поэтому такой жесткий антагонизм между именно южанами, астинами и ингушами во многом потому, что люди видят друг друга очень схожие позиции. Причем я очень много, кстати, знаю историй, когда то есть в Москве прекрасно ребята из Южной Осетии дружат с ингушами вообще без каких-либо проблем. Прям очень-очень хорошо дружат. Так.
Так, давайте, ребята, все-таки ближе переместимся к вопросу языка. Так. Ты, кстати, на юге Осетии часто бывал? Да, конечно, я там очень сильно люблю находиться. Более того, сейчас мой младший двоюродный брат, он мне говорит такие вещи. Я, говорит, хочу съездить в РУК. В РУК. Я, говорит, хочу в РУК. Я говорю, а зачем ты туда хочешь ехать? Он мне ответил, что он наслушался песни Кадек о Махамате Тумаеве, и теперь ему интересно, где находится это место. И параллельно с этим ему захотелось побыть в Южной Осетии. Я ему рассказал, что это чудесная страна, где все говорят на родном языке, и теперь он очень сильно туда хочет съездить. Он родился и вырос в Даргавском ущелье. Там еще в Южной Осетии за 20 лет, ему 20 лет скоро исполняется, еще никогда не был, но он очень сильно туда хочет. Я лично Южную Осетию воспринимаю как свою родину, это моя родина, я ее очень сильно люблю. Местами даже больше, чем Осетию Северную. Это определенно достойные люди, которые там живут, это удивительные театралы. Я очень удивился, когда была такая история. Я играл революционера, как только приехал отсюда, из Москвы, как только приехал. Мне досталась здесь роль революционера, такого эсера. И у меня были такие речи: мы построим новый рай, мы все старое, что было, мы сметем, мы сделаем новую землю, мы сделаем новое государство, мы выберемся из этого угнетенного положения. Вот такие речи у меня были. И когда я говорил, произносил эти тексты здесь, на Северостинской площадке, я даже привык, что к ним, как-то почти никак они не воспринимаются. Есть и есть. Один раз мы поехали с гастролями в Южную Осетию, я играл именно этот спектакль там. Именно когда я говорил этот текст, когда я его начал говорить, к моему удивлению, зал взорвался аплодисментами. И я понял, что эти люди до сих пор сопротивляются чему-то, наверное, грузинскому игу. Сопротивляться до конца. Они до сих пор это не забыли. И до сих пор это в них живет. Я очень сильно удивился. Спектакль пошел абсолютно по-другому, абсолютно с другой эмоциональной наполненностью. Спектакль через каждые 5 минут были аплодисменты, и я очень удивился. Может быть, потому что на юге не разбалованы театральными постановками? Нет. Я скажу, что мы очень театральный народ. И в Южной Осетии очень сильно любят театр. Есть спектакли, на которые среднестатистический житель Цхинвала сходил раз 7, некоторые даже по 10. Есть там такие спектакли, там очень сильные спектакли, некоторые идут. Вот скоро там должна быть постановка. Я надеюсь, когда-нибудь и у моего друга Казбека Джейлиева. Я очень сильно это жду, и это там, кстати, есть театр. Да. Театр появился первым делом там, в Южной Осетии, только потом он появился здесь. Так что они там впереди. Слушай, кто-то же из вашей труппы в итоге, большинство, по-моему, уехало на юг работать, правильно? К сожалению, не большинство. Некоторые ребята уехали туда, Григорий Мамиев, Изабелла Карсанова, но, к сожалению, впоследствии она вернулась в Москву. Сейчас там находится только Григорий Мамиев и Нина Кукоева. Они работают в театре. Еще одна девочка, Инга Маргиева, тоже моя однокурсница, она работала там, но по семейным обстоятельствам они с супругом переехали в Москву. Как-то так. Меньшинство, честно сказать. Мне очень жаль, что после того, как я сыграл этот спектакль там, в Южной Осетии, я очень сильно пожалел, что спектакль «Тиль», он до Южной Осетии не добрался. Там бы он взорвал. Он бы взорвал бы там конкретно. Я очень часто об этом думаю, и мне очень жаль. Так, ребята, все-таки прошу вас чуть-чуть ближе к нашей повестке повернуться, потому что вы тут устроили какие-то политические дебаты. Астин, как Ирон, есть еще, пошло, короче. Так.
А смеяться проще всего, еще проще на остинском языке коров считать, но это уже не актуально. Ну, это как раз про вопрос юмора. Так, со спектаклями в ЮО нормально дела обстоят. Ну, слушай, кстати, вот интересно, есть YouTube канал театра Южной Осетии? Я бы хотел бы посмотреть об этом. Они периодически привозят сюда свои спектакли, некоторые, ну, такие сильные спектакли. Да. Очень интересно, я вот хочу заметить, что у театра Южной Осетии есть одно интересное достижение. Угу. Вот для меня очень часто зарубежная переведенная драматургия, да, она для меня, ну, тем более современная, она для меня не звучит, она для меня не, как-то вот кирпич на кирпич не ложится. Угу. Один спектакль из репертуара театра Южной Осетии, он «Она окно покойник». Очень удивительным образом у них это получилось, и осетинский лег на современный язык. Ощущение такое, как будто они говорят на современном остинском. То есть они играют таких зажиточных людей в этом спектакле. И ощущение, и вот понимаешь, иногда как бывает, для того, чтобы понять остинский язык, тебе нужно как-то, ну и ощущение иногда такое, что это язык села, да? Язык села. Это вот то, о чем мы только что говорили. Но люди играют спектакль, и ощущение такое, как будто они из Лондона. И абсолютно органично, да? И абсолютно органично. Я первый раз такое видел, и я им за это очень сильно благодарен. И когда они привозят этот спектакль сюда, я обязательно на него хожу. Несмотря на то, что это комедия. Удивительным образом это у них получилось. Слушай, у меня вот такой вопрос. А есть ли вот в репертуаре, да, Остинского или Дегорского театра какой-то монолог, который ты играешь, да, но который вот на твой взгляд просто вот как ты сейчас говоришь, ты через него чувствуешь язык, и он прямо вот, ну, прям цепляет очень сильно. Но есть же по-любому в любой, вот среди всех твоих ролей какой-то такой фрагмент, который вот именно тебя отражает лучше всего на Остинском. К сожалению, нет. Нет? То есть не было такого, что... Не, просто ты когда вот рассказывал, как ты молодого революционера играл, да, у тебя прям глаза сразу загорелись. Я думаю, может, и была бы такая роль, или еще не наш... Ну, не было такого Пока попадания в роли. Ну, пока что еще нет, к сожалению. Нет? Я надеюсь, все впереди. Я этого очень жду. А любимая роль? Любимая роль? Тоже не, да? Нет еще. Нет. А есть которая роль, которую ты предполагаешь, что она будет твоей любимой? Ну, там, мечтаешь о ней. Да. Какая? Не скажу. Почему? Скорее всего, я скоро ее могу сыграть. Да. Да. На Остинском будет? Ну, обязательно на Остинском, да. Да, это может быть даже будет очень скоро. Сейчас идут разговоры о том, что будет постановка. И я очень сильно жду, что это будет. И я надеюсь, что это не остинский драматический материал. И я очень сильно надеюсь, что перевод, он хорошо зазвучит на родном языке. Я вот молюсь, чтобы это получилось. Так, да, тут пишут стрим об одном, а комменты о другом. Абсолютно согласен, ребята, все чуть ближе к нам. Пишут, молодцы, что поднимаете такие темы, они необходимы нашему обществу. Главное, не надо ни в коем случае стесняться говорить на родном языке. Друг друга надо поддерживать, согласен. Осетинскому языку нужен реально государственный статус, чтобы у народа была мотивация знать этот язык. Если русский был бы в положении осетинского, то у него тоже возникли проблемы. Нет, не согласен, но русского не могут возникнуть проблемы, учитывая там сколько русских вообще, 140 миллионов или 120 миллионов? Да, 120 миллионов, да, это огромный народ, который создал, ну, просто масштабную культуру, да, это такое количество произведений, поэтов, ну, это просто, ну, несопоставимо, да, с маленьким народом, да, горским. Поэтому русский язык будет жить всегда. Он уже так врезался в мировую культуру, что без него нельзя представить. Нельзя представить ни одного серьезного человека, который бы там не посчитал, ну, если ты прямо вот драматург, или ты должен прочитать в классике там Толстого или Достоевского, поэтому русскому ничего не угрожает. А вот остинскому нужна поддержка, безусловно. Обязательно. Я опять очень сильно надеюсь на это, на государство Аланию, на Южную Осетию. Да. Это моя надежда.
Я надеюсь, совсем скоро по методике Тамерлана Камболова они перейдут на национальное образование. Почему бы это не сделать? Что нам мешает? Ну, кстати, Тамерлан Камболов хороший же эксперимент делает с Дегорским, изучением Дегорского в 3 школах. Он только начал. Да, ну дай бог ему здоровья, чтобы ему хватило сил довести этот эксперимент Я до надеюсь, конца. все получится, да. Так, пишут, Алик, почему в Южной Осетии негативно относятся к исламу? Любая попытка открыть даже молельную комнату встретили в сильные штыки. Я первый раз слышу про попытку открыть молельную комнату, про негативное отношение к исламу. Много знаю ребят из Южной Осетии, которые приняли ислам, спокойно бывают в Южной Осетии, я поэтому о каких-то таких фактах не знаю. Вот, потом несложно сказать. Но опять же, давайте ближе к нашей тематике. Так. Так. Вот тут пишут, душа народа — это его язык. Да. Так. Ну, тут уже... ребята, вы что-то далеко уехали, давайте возвращайтесь к нам, да. А то такой, нашли площадку для спора по политике. По политике мы очень часто говорим и с Батразом. А тут я хочу больше с Заурбеком поговорить о культуре, поскольку он непосредственно ее воспроизводит. Но хорошо, про политику, хотите про политику, давайте Заурбеку задавать вопросы про политику. Заурбек, каких политических взглядов ты придерживаешься? Как сказал мой друг Алик Пухаев, я национал-демократ. Я им стал. Вынужденно, да? Ну, как-то так, да. Ты, можешь раскрыть, правда, свои, например, на текущую ситуацию, свой взгляд, вообще на Осетию. Я сейчас не про глобально, а про Россию, что происходит в Осетии. Твое, отношение, как ты видишь ситуацию в Осетии, как она развивается, там позитивно ты настроен, негативно ты настроен. Ну, я не знаю, что у нас позитивного происходит. Ну, ты про Аланскую гимназию позитивно. Ну, есть несколько моментов, за которые я могу похвалить, условно говоря, лично Вячеслава Битарова. Хотя я не устаю критиковать власть, да, условно говоря. Но за то, что была сделана Аланская гимназия, я считаю, это явление эпохальное для нас, для нашего народа. Я надеюсь, по примеру появления Аланской гимназии, такая же гимназия, такие же учебные заведения появятся и в Южной Осетии. Я могу похвалить Вячеслава Битарова за то, что он делает дорогу в Моздок, хотя как это делается, мне тоже не нравится. Ну, ты сейчас про Зильгинское городище говоришь. Да. Я часто бываю в Моздоке у своего друга, своих друзей. Да. Меня достало ехать в объезд через Кабарду, да. Ну, это меня так достало. Когда я услышал, что наконец-то начинается стройка дороги в Моздок, прямая, федеральная трасса это будет, да? Да. Часть федеральной трассы. Я чуть от счастья не умер. Наконец-таки. Я столько простить готов был за этот проект. Ну, то, что дорога пошла через Зильгинское городище, через городище, да, многое испортило. Но я, тем не менее, надеюсь и жду, что дорогу сделают в обход. И скоро она у нас появится. Вопрос вообще такой, давай дальше пойдем про политику. Много ли политики в театре? Вообще же, давай честно признаемся, что театр когда-то играл большую роль, да, через него высмеивали власть, критиковали власть. С театра во Франции началась революция. Да. То есть театр играл большую роль.
Да? Сейчас Великая французская революция. буржуазная революция начиналась с постановки, я уже забыл, какая была постановка, но после спектакля люди посмотрели спектакль и пошли на штурм Бастилии. Так что театр – это большая сила. Ну вот в Осетии эта большая сила, она есть? Или вот, как сказать, вот постановки какие-то с политическим контекстом бывают? Нет, я ее не Нет? ощущаю. Нет, к сожалению, нет. То есть по факту... Они могли бы быть. Да. Иногда драматический материал сам по себе так Ложится на да, ситуацию, неосознанно, абсолютно неосознанно. Вообще об этом никто даже и не думает. Но она так ложится, что это я вот смотрю, иногда я играю роль, да, и я просто поражаюсь этому, как это похоже сегодня и как это сильно все звучит. А можешь пример? Могу пример, Давай. мне не нравится этот материал. Не А нравится? тот материал, о котором я сейчас буду говорить, он мне абсолютно не нравится. Ну, У ложится меня на- был, но вот некоторые, да, я вот слушаю монолог Чермена, его играет Александр Битаров. Мгм. Слушаю, спектакль, и драматический материал сам по себе, материал абсолютно не нравится. Мгм. Ну, абсолютно коммунистический материал. Ну да, мы знаем, Абсолютно, что да. абсолютно коммунистический материал. Конструкция такая коммунистическая. Вот взяли, вот играете. Мгм. Но некоторые слова, некоторые монологи, я вот стою на сцене, да, и слушаю сам. Мне нравится, как говорит Александр Битаров, некоторые монологи. И удивляюсь, как это все на сегодня похоже. А могут и пример этого монолога? Ну, там пару фраз, не обязательно там вот полностью точно, но вот воспроизвести. Не вспомню, вспомнишь? точно не вспомню. Я помнил, я его читал сам, этот монолог, но это было очень давно, я его забыл. Но обязательно обещаю исправиться. Я все и хочу как-нибудь прочитать. подвести, чтобы ты зачитал монолог здесь хороший, понимаешь? Поэтому... у тебя с твоим конкретно материалом было такое попадание на ситуацию? На ситуацию, Да. вот, я уже о ней рассказал. Какое? О ситуации в Южной Осетии. А это на осетинском было? или Это нет? на осетинском А было. ты мог бы этот фрагмент на осетинском сказать? Я уже забыл. Да? Спектакль снят с репертуара Балет. Осетинского театра 6 лет назад или А. 5 лет назад, я уже забыл. Но если бы я обновил этот материал, я играл революционера. Мгм. Я залезал в дом кому-то, Мгм. к зажиточному, к человеку, который строит дороги. И начал ему Ну, как Тарель Солиев, да? Ой, который извините. строит, да, который строит дороги. И я играл такого обработанного коммунистической революционной идеей человека Мгм. и решил, что он крадет мои деньги, из-за него я бедный, из-за него у меня все плохо, Мгм. и решил его убить прямо там дома. Вот такой был сюжет. Но отрывок, когда я говорил, что мы избавимся от этого ига, Мгм. я понял, что в Южной Осетии он воспринимается так эмоционально, потому что они всю жизнь, абсолютно всю жизнь ведут освободительную борьбу. И я вот понял, опа, как попало. Попало. Не специально, но попало. Да. Так, вопросы. Ребята, вы тут что-то не туда ушли. Я сейчас, если вы этот диалог продолжите, я его просто удалю. Потому что мне это ну, как-то уже не нравится. Так. Ну, я уже сейчас тогда удалю, да. Так, временно исключить пользователя из обсуждения. Так, я 2 человек убираю, потому что вы, ну, ребята, немного не в тему. Так, вот пишут, хороший вопрос, да. А баннер насчет 2020 года не вариант сообразить, рисунки же есть, эпизоды тех событий, или не разрешат такое повесить? Я не знаю, разрешат или не разрешат, но хорошая идея, и спасибо за идею. Вполне возможно, что мы его сделаем. Меня очень сильно расстраивает то, что в этом году столетие геноцида осетин, и почти никак об этом никто не говорит. Ну, почти никак. Меня это очень сильно расстраивает. И, может быть, мы что-то сделаем. Ну вот тут Ирон Бонварон пишет все вариант.
Все возможно, конечно. Да. Опять же, мы сделаем. Опять же, вот многие пишут, там не вариант. Ребята, берите на себя инициативу тоже в реализации каких-то вещей. То, что Заурбек сделал, ну, вы можете точно так же на своем доме. У каждого есть свой дом. Вы можете договориться с ТСЖ и вывесить там, не знаю, флаг астинский или портрет народного героя, да, то есть... Делайте это, давайте украсим город, пусть наш город будет не безликим, а с именами, да, с именами людей, которые пали за эту землю, которые как-то связаны с этой землей. Пример. Вот, давай. Инициативные ребята из Южной Осетии уже готовят баннер с изображением Бега Кошта. И скоро он должен, наверное, появиться на одной из стен домов в Южной Осетии. Ну, вот видите, как инициатива... Я даже их не знаю, кто это такие. Они вообще со мной не на связи. Я просто я о них слышу, что вот такая штука есть, вот такая идея есть, и скоро она должна появиться. Так, в Осетии много подражательства. Если язык станет модным и молодежь посчитает это вау как круто, то многие станут повторять за теми, кто это несет. Молодежь. Ну вот опять же, Александр, я и поэтому спрашивал Заурбека про театр. Если в театре будет модная не в том смысле, что, а в смысле актуальная постановка на астинском языке, где будут фрагменты выступлений расходиться в Инстаграме, нарезаться, в которых люди будут узнавать нынешних чиновников, да, которых мы будем высмеивать, да, которые будет высмеиваться ситуация, понимаешь, вот раболепие чиновников перед властями. Вот если это все будет, это все выльется в интернет, и молодые ребята это подхватят. И они будут повторять эти слова, они заживут отдельной жизнью, и фрагменты станут мемами, это все будет жить. Но, к сожалению, это, наверное, не претензия к Заурбеку, и Ирон-театр, и Дегорский театр, он финансируется на государственные деньги. Поэтому там, на мой взгляд, я могу ошибаться, есть жесточайшая цензура. Но гораздо опаснее любой жесточайшей цензуры еще и самоцензура, самокастрация. В качестве примера, я помню, была какая-то постановка, и я, если не ошибаюсь, то ли Элина Сугарова, то ли кто, написали, что это акт осетинского национализма, что просто, это классик был, как я помню, да? Классическая постановка, которая много была, но люди в ней разглядели унижение людей по национальному признаку. Елбыждаху Бритаев. Да. Ворошей зал. Вот в каком-то фрагменте Элина увидела унижение человека по национальному признаку, и театры и так пугливые. И после вот этого резонанса там они написали вот унижение людей по национальному признаку. Все, теперь в театре, наверное, боятся вообще что-либо сказать связанное. Это, знаете, как в США, да, то ты уже лишний раз боишься, не дай бог, что-то сказать, связанное с людьми другой расы. Не дай бог, это будет попытка там оскорбить или прочее. Хотя это просто, там ты описываешь какие-то реалии или что-то. То есть когда мы цензурируем среду и самоцензурируем, мы занимаемся самокастрацией. К сожалению, в данном моменте, хотя астинский язык, он мог стать очень... Вот в этом плане чеченцы и вообще вайнахи, и ингуши, они мне очень импонируют, потому что они некоторые слова, за которые могут быть проблемы, они часто их произносят на родном языке, чтобы это было понятно только конкретно для своих. И вот для них их родной язык — это язык спасения от глобализации, от вмешательства других людей, да, не чеченцев. Вот они такую роль играют, чеченский язык. Если я не прав, чеченцы, кто смотрит меня, поправьте, пожалуйста. Так, ребята, вешайте на домах аланские флаги, полностью поддерживаю. Так, Заур, как вы относитесь к юмору? Нравится ли вам веселить людей? Веселье — это хорошо, веселье — это позитив. Главное, чтобы оно было как сказать? Главное, чтобы оно было со вкусом. Кстати, юмора со вкусом в астинском пространстве мало, на мой взгляд, мало.
Так, пишут, Заур, Алик, если будете делать, скажите или напишите куда-нибудь, скинуть деньги, я новый тут у вас, я не в Осетии. Смотри, или подписывайся на инстаграм Заурбека Токаева, или подписывайся на мой инстаграм Райдиан, или на мой телеграм-канал Райдиан, или телеграм-канал Осетия, мы по-любому об этом всем пишем, об этом говорим. Так, насчет коммунистических лозунгов в литературе, бывало ли так, что советские авторы, несмотря на всю цензуру, все же проталкивали отличные взгляды, которые стали явными уже в наше время? Ты больше знаком с осетинской литературой, Да. могу сказать? Могу. Есть. Пример есть? Да. Давай. Хаджимурат Зуцев. Мгм. Гениальные стихи. Гениальный автор. Я, кому интересно, могу скинуть вообще материал, то, что он пишет. Это, по-моему, вот А на скидку одно. что-нибудь вспомнить можешь? На скидку. Сейчас Да. попробую вспомнить. Сейчас дай мне чуть-чуть время, давай сейчас поговорим чуть-чуть. Я знаю, что могу вспомнить. Ну, это же не советское время, но мне очень понравилось, как ребята из группы Икона Да. спели песню как-то Ардонг или как-то. Урыты Ардонг. Да, крысиная стая, да. На слова Суслана Маурава. Да, и в ней высмеивается, в этом произведении высмеивается власть Осетии. Их алкоголизм, их жадность, да, гедонизм, и, вот прям очень хорошо. Но про советское время, к сожалению, не могу сказать, потому что я с осетинской литературой знаком только вот там Гадята Сека, Курцой Тарсен, Хетагата Куста. Я даже с Алиханом Тукаевым, только уже отслышав от вас, там стал про него что-то читать. Вот. Так. Благодаря таким людям, как вы, еще держатся народы. Проблема с родным языком не только Остин, думаю, это общекавказская проблема. Это большая проблема для наших братьев-адыгов. Мы часто с ними об этом говорим. Вот в стриме с Муратом Коковым мы об этом говорили. Понимаете, мы маленькие народы. Где-то, например, в Чечне с родным языком пока проблем нет. Но опять же, много ли чеченцев смогут порассуждать о глубокой философии на родном языке? Вряд ли. То есть чеченский все больше и больше становится бытовым языком. И ситуация там лучше, но перспективы тоже не радужные. К сожалению, перед глобализацией языки малых народов отступают. Так, баннер Бега готовится, в смысле деньги уже собрали. Там ребята на юге Осетии, они даже сбор денег не организовывали, просто на свои средства это сделали. Заур, как ты думаешь, возможно ли возрождение осетинского кино? Возрождение остинского кино в том качестве, в котором оно было в Советском Союзе, даже не ждите этого, друзья. Это был кинематограф с государственным планом, и каждый год был план выпускать 2 фильма. Сейчас такого не может быть, потому что, вот, друзья, смотрите, для того, чтобы снять хорошее кино, да, хорошее кино за самый минимальный бюджет, полный метр, знаете, сколько нужно на это денег, чтобы организовать это огромное дело, снимать кино. На это нужно минимум, по словам продюсера, забыл его имя, он сейчас сотрудничает с Кантемиром Балаговым. Я понял, про кого ты говоришь, но я забыл тоже имя. Роднянский. Ну, неважно. На это нужно 100 миллионов рублей. Есть у нас такие деньги, чтобы снимать полнометражный фильм? Да нет, нету даже. У нас таких денег нету, да. Тогда советский бюджет выделял на это деньги, и фильмы снимались. Сейчас, к сожалению, этого нет. Но бывают сейчас остинские меценаты, может быть, есть спасение в этом. И по старой памяти, по старой ностальгии, по остинским фильмам, они очень часто готовы выделять круглые суммы для того, чтобы снимать короткометражные фильмы. И вот недавно, 6 лет назад, мы, кстати, сняли этот фильм. Фильм называется «Эхо ветра», и сейчас в Инстаграме, и в Инстаграме тоже, и вот в социальных сетях разошелся отрывок из этого фильма, и меня все спрашивают, а что это за фильм такой? Очень много людей спрашивало, я им ответил, что это было вот тогда, и они очень сильно захотели посмотреть фильм. И если кто-нибудь этим озаботится, то кино снимать можно.
слава богу, сейчас современные технологии Да, позволяют снимать даже на мобильный телефон какое-то кино. И, и нужно пробовать. Вот недавно ребята пробовали снять фильм «Рагун», сняли фильм. Пробовать нужно, не нужно бояться ошибаться. Я думаю, если будут попытки, мы сами как-то на низовом уровне можем сделать так, что какое-то кино у нас может появиться. И я думаю, что все-таки когда-нибудь вот именно такое низовое кино, да, снятое вот очень дешево, оно у нас будет, потому что люди творческие, они у нас есть. У нас очень сильно любят театр, актерскую профессию. Очень часто у нас из республики поступают в московские вузы. У нас актеров очень много, достаточно. Понимаете как? Мы не вписываемся, наши лица не вписываются в современное кино в России сейчас. Мы так, наверное, можно об этом открыто говорить, что мы немного люди с лицами ЛКН, условно говоря, да? Ну, лица кавказской национальности, вы всегда будете играть одних и тех же фактурных персонажей, кавказцев, которые, я тебе голову зарежу, Да. вот эта вся хрень, да. Да. Ты не будешь играть интеллектуала там или кого-то, ты скорее Может быть, когда-нибудь, но точно не Ну сейчас. да, не в ближайшей Да, перспективе. и сейчас, да, мы можем сами решать эту проблему. Может быть, она решится. Так, тут много вопросов, опять немного не по теме. Заур фильм Хохак на астинском вариант найти, насколько я знаю, нет его. Он где-то есть. Он где-то есть. Ну, я в интернете астинском. нигде не встречал. В интернете я тоже его не встречал. Но я слышал, что у кого-то есть на бобине? На кассетоносителе. Ага. Хотелось бы найти. Тут вот наш товарищ дагестанец Амир, он давно уже смотрит мой блог. Ну, не давно, я просто часто комментарии его в последнее время вижу. Он спрашивает, почему для Астин принципиально название Алания, нежели общеизвестная Осетия? Ведь у всех народов Кавказа республика это и на название. Ну, тут знаешь как, Алания это тоже, скорее всего, и на название, наверное, будет. Иристон мы себя мним, называем, да? Или как? Вот это Амир, на самом деле, вот если здесь был бы Батрас Сидамон, он гораздо более корректно ответил, но Алания это связь с прошлым, и поэтому это так важно. Для многих Осетия это тоже то же самое, близкое название. А многих оно раздражает, потому что это грузиноязычное название, да, то есть Ос-Эти, земля Осов, земля Астин. Но, то есть люди разные, меня спокойно как бы устраивает и Осетия, и Алания, и пусть они будут, я в этом никакой проблемы не вижу. Так, хорошее кино это огромные деньги, даже если речь о социальной драме, где можно вытянуть на игре актеров и хорошем сценарии. Как это получилось, «Ласточки прилетели». А там много денег потратили «Ласточки прилетели»? Я не помню, какой там бюджет, но бюджет там был. Понимаете, в чем дело? Современное кино должно быть таким, чтобы он должен окупаться. Да. Это не советские времена. В советские времена была такая штука. Неважно, какое ты кино снимаешь, неважно, какие ты деньги на это тратишь. Не обязательно было, чтобы этот проект был потом кассово окуплен. Вот это было не обязательно. Да. Сейчас это обязательно. И астинское кино встречается с еще одной большой проблемой. Как сделать так, чтобы осетинское кино, да, было окупаемо, самоокупаемо, в ноль хотя бы выходило. Вот в чем сложность. Тут ребята хотели, когда-то давно хотели снять сериал под названием «Сериал о клубе». Там даже трейлеры ходили, но это такой вот просто фейспалм. Они посмотрели сериал «Клуб» на MTV и решили снять такое, понятно, что расчет на то, что секс, клуб, алкоголь и все это, на этом больше можно заработать, но в их случае не сработало, и слава богу не сработало, слава богу, да, Всевышний нас услышал в этот момент. Вот. Так. Давайте вспомним имя Исаплиева. Так, я не понял, к чему тут Исаплиев. Надо дать Голливуду идею снять фильм по мотивам нардского эпоса «История Алан». Олег, Голливуд это неинтересно.
Чтобы Голливуду это было интересно, надо сначала имплантировать нардский эпос, как кельтский эпос. да, был имплантирован в комиксы Marvel. Мы этого пока не можем сделать. Может, когда сделаем, мы будем интересны. На данном моменте надо понимать, что мы кроме себя никому не интересно глобально. Вот из этого надо исходить. Так, я сейчас чувствую, что тут по второму кругу пойдут, заблокирую несколько людей, потому что, реально, ребята, вы не по теме, сегодня не та тема. Так, я уже думаю, что мы потихоньку будем заканчивать наш стрим. Еще пару вопросов тут было, я их пропустил. Напишите еще вопросы, чтобы я мог понять, что я пропустил, не пропустил. Так. Угу. Тут написал, совсем обалдели, какой Дегорский, есть иронский язык, его диалекты и точка. Чем вы занимаетесь? Нет, есть иронский, есть остинский язык, у него 2 диалекта, иронский и дегорский. Вот, и все. Тут это... Есть наука, да? Да, есть наука. Есть наука, есть не наши, условно говоря, фантазии, а есть наука. И наукой сейчас определено, что... Есть 2 ключевых диалекта остинского языка, иронский и дегорский, поэтому, да, нету общего названия, остиноязычного общего названия над этим всем. И поэтому Тамерлан Камбулов предлагал название Алоновзак, да, чтобы было, пока оно не прижилось. Но опять же, это наука, а не хотелки. Вот, много... Я, кстати, часто встречаю такую позицию, вот некоторые дегорские специально начинают на дегорском говорить, и я не понимаю. И иди к черту, если ты не понимаешь, почему дегорец должен под тебя подстраиваться. Ты под него же не хочешь подстраиваться. Поэтому и должно быть у нас национальное образование, где в школах каждый независимо от базового диалекта, должен учить и иронский, и дегорский. Это наши проблемы, это наша жизнь, я не понимаю, почему мы ее не можем решить. Это может решиться за 1 год обучения просто. Обучения, и этой проблемы больше не будет никогда. Я просто... Никогда в жизни осетины больше не будут говорить о проблеме, что кто-то не понимает иронский, а кто-то не понимает дегорский. Нет, дегорцы все понимают иронский, как правило. Потому что у них образование. Да. Потому что у них образование такое. А вот иронцы, там, южане и остальные, да, они не всегда понимают дегорцев. И поэтому я говорю, что на юге Осетии должно вводиться изучение дегорского диалекта. Там должно сначала ввестись национальное образование, и вместе с ним... ты знаешь, у меня там крестный сын учится, там родственники учатся, там дети половину предметов, как я знаю, на остинском все равно проходят, потому что они абсолютно остиноязычные. То есть он даже математику со своим учителем, когда занимается, частным учителем, он по-осетински его обсуждает. Надо уточнить это. Так, ребята, будет, наверное, один стрим, когда я просто буду отвечать на вопросы, какого вы пишете, но у нас сегодня была немного обозначена тема. Так, пусть Голливуд возьмется за наш этнос, пусть какой-нибудь Netflix покажет нам негра Сослана. Круто, да? Ты знаешь, глобально меня это не заденет никак, если нардский эпос выйдет. Опять же, мы понимаем, что как только нардский эпос выйдет на мировой масштаб, мы должны понять, что он перестал быть исключительно нашим. И дальше уже любой художник может его как хочешь осмыслить и переосмыслить. Все, мы уже не имеем на него прав владения. Вот. Вот Заур Фарнив пришел к нам в стрим, с ним, кстати, дебаты будут, наверное, на следующей неделе, все-таки обсуждаем форматы, будут дебаты, ребята, не переживайте. Для Голливуда нужна хорошая история, с которым сейчас проблема, а Аланы или нет, совершенно не важно. Вон Моана, совершенно местечковая история, но получилось круто. Я что-то Моану не смотрел, поэтому ничего не могу сказать. Не смотрел, да. Но смотрел «Паразиты», корейское кино, которое получило Оскар. Шикарно. Шикарно, да. Это гениально, Зона. Да. Вот такую постановку я хотел бы видеть в Остинском театре, понимаешь? Вот которая вот так прямо тебя вот. Так, Заур, скажи, можно? Они к этому, они к этому сколько они к этому шли? Корейцы? Да, это же не просто так появилось. Слушай, корейцы, по-моему, к этому никогда не шли. Корейцы всегда делали свое кино.
они, вот даже У помнишь... них этот- было в 40-х годах свое кино? Вот не помню. В Ну, вот, 50-х было? В 60-х? ну, там война была, может, не до Война этого была, было, да. да. Не до этого у них. Не до этого им было. Так, Заур, можно ли поставить комбинированный спектакль на дегорском и иронском, ну, диалектах? Да, более того, комбинированный спектакль можно ставить, синтезируя иронский, дегорский и даже русский язык. В свое время я хотел, чтобы такой спектакль был сделан. Ты смотрел этот спектакль, «Шалдлаг» называется, я тебя приглашал. Я хотел, чтобы, чтобы он был синтезированным, ну, как бы на 2 языках, чтобы он был. Я считал, что он бы показал с большей глубиной проблему сейчас астинского языка. И ну, мне жаль, что не сложилось так. Да. Можно, обязательно, это нужно делать. Так, я Кударец отлично понимаю дегорцев. Надуманная проблема. Согласен, моя бабушка, она с Ксанского ущелья. Когда мы переезжали сюда, наша соседка дегорка, они просто, ну, они вместе всегда сидели и болтали, у них никакой языковой проблемы не было. Они просто очень хорошо знали астинский язык, и поэтому у них не было никакого проблемы. Если ты не понимаешь, то чаще всего ты просто плохо знаешь свой язык. Так, Алик, почему в современных фильмах нельзя говорить о сексе или алкоголе, делая вид, что этого нет? Я считаю, что в современных фильмах можно говорить обо всем. То есть главное, чтобы была своя аудитория. И опять же, нельзя... Если будут фильмы на астинском, то, наверное, в какой-то момент они будут и поднимать и такие темы. То есть, ну, это очевидно. Язык не живет в какой-то там жесткой... Там нельзя его поставить в какие-то жесткие рамки, он язык умрет. Поэтому, если человек захочет говорить на родном языке об этом, ну, пусть говорит это. Другой вопрос, найдет ли он свою аудиторию. Так. Так. Исаак Лив — это мировой герой, установивший мир на земле. Очень много сделал для человечества. Поднимите авторитет своих отцов, и вас будут уважать. Ну, Исаак Лив, да, ну, спору нет, но есть и Мохаммад Тумаев, Бега Кочев. Я не люблю фиксацию исключительно на героях последнее столетие, когда у нас есть и 2-3 столетия тоже великие герои. Поэтому, ну, все-таки надо понимать, что Исаак Лив, ну, его будут, наверное, знать в Китае, в Монголии, но в Европе его знать не будут. Так, у них есть свои герои. Так, Заур, в истории Моаны есть одна личность, из-за которой сделали этот мультик, это Дуэйн Джонсон. Да, кстати. Так, благодаря озвучке Урдзибота люди говорили на родном. Да, Да. было такое. В школах ЙО говорят на русском и на астинском 50/50, зависит от преподаваемого предмета и возможности его объяснить на астинском языке. Так, ну, приятно это слышать. Ну, как я и говорил. Вот. 2 вопроса к тебе. Что ты думаешь о тиктокерах Осетии? Меня нету в ТикТоке. Я там зарегистрировался, я там не смог находиться. Я оттуда удалился. Нет, ну приложение есть, но я туда не захожу. Я не знаю, как в такой глобальной мусорке можно находиться. Вот честно, я не смог там быть. У меня была идея снимать ролики тоже там, но я не знаю, я просто не смог. Что я о них думаю, я не знаю, чем они там занимаются. Я смотрел несколько раз ролики. Ну, я так понимаю, они те же ролики и в Инстаграм дублируют. Да. Ну, смешно. Смешно, я не знаю, что на это сказать. Мне просто бывает смешно. Дзабе, когда войны новые? Есть идеи? Идея есть. Скоро сделаю. Сейчас мне просто немного не до этого, но скоро сделаю. Ну, я Вайна Бороде, я тебе отдельно благодарен. Это правда очень-очень смешно было. Это был первый ролик. Это был прямо бомба. Вот, ребята, мы, наверное, на этом будем завершать наш стрим. Прошу прощения за технические проблемы. И Заурбек не последний раз, я думаю, он будет чаще и чаще у нас появляться. И мы постараемся обсуждать не только... Ну, сегодня просто мне было интересно с Заурбеком обсудить вот это пространство астинского языка, астинский театр, а не политику. От политики устали, особенно вот эти поправки в Конституцию, как поплавки и проституция, знаешь. Да. То есть, сегодня хотелось поговорить об астинском пространстве. Стримы будут продолжаться, делать будем их каждый четверг.
Так что спасибо большое. Вы сейчас тут вот накидали вопросы последние. Ну давайте быстро на них ответим. Как обстоит дело с открытым театром на Водной? Ты вообще что-то знаешь про это? Ну, по-моему, был там когда-то открытый театр, это было давно, в советские времена. Мгм. Вот что там И с тех сейчас, пор всё, ничего, что да. там сейчас, я не знаю. Как поддерживать хороший уровень владения родным языком? Говорить на родном языке. И все. Заур, ты похудел или всегда был такой? Я тебя дрыщеватым всегда помню. Ну, я был, да, я худой, но Когда-то все говорят, я что был таким. что все говорят, что я еще сильнее похудел, я Да. не знаю. Ничего, найдет супругу, быстро пополнеет, потолстеет, как я. Надеюсь, нет. Я надеюсь, на самом деле меня устраивает такая физическая форма. Все нормально, друзья. Так, ребята, на этом завершаем. Баттл Фарниева и Газаева будет. Заурбек будет у нас появляться чаще и чаще. Стримы будут Это же часто. звуки ММА, звуки ММА. Это наш брат, который ведет потрясающий блог об ММА. Ты, друг, крут, я очень хочу, Алик, чтобы этот парень Это в побывал. Ютубе он прямо ведет? Да, это великолепный Подожди, парень. Не-не, я по-моему, это он Ирону? Чермен, гизельский парень, да. Подожди, у него там, по-моему, очень много подписчиков. 500 тысяч подписчиков. Короче, вот у нас сейчас тут блогер, у которого 500 тысяч подписчиков. Сейчас к нам зашли, и это гизельский парень Чермен, правильно? Да. И это, я, кстати, часто мне в рекомендациях его блоги выдают, потому что я очень люблю ММА, там новости смотреть. Поэтому слушайте, ребята, вот видите, у нас так звезда к нам в блог зашла. Это наш брат, он очень часто скидывает деньги на благотворительность, так что это парень, которому осетинское пространство, осетинство очень важно, дорого. Я за это его благодарю, ты красавчик, я очень надеюсь, что твой проект будет еще сильнее набирать обороты. Штырбузнук, да, Чермен, и я хочу, чтобы ты пришел ко мне на стрим. Обязательно, мы тебя Да. ждем, Чермен. Да, давай появись, расскажи про этот проект. Блин, я даже, видишь, вот сейчас только понял, что это парень Астин ведет, это очень хорошая история. Марат Колиев уже приходил сюда. Мы, правда, с ним не про его блог поговорили, он хотел немного поговорить про происходящие в Осетии события. Но приди и ты расскажи, как у тебя получилось, как возникла идея. Блин, это было бы очень круто. Спасибо всем большое, мы отрубаемся.